Растения на Сулайман-То относятся к различным видам. По бокам горы растет трава, больше относящаяся к полевым. В общем, на Сулайман-То более 300 видов растений и различных насекомых. Есть такие, которые входят в Красную книгу. Кызыл китепке киргизилген жаныбарлардын, курт-кумурскалардын түрүнөн айта турган болсок, если говорить о насекомых, которые входят в Красную книгу, то это 6-7 видов. Из них 4 вида входят в отряд жуков. Из них 2-3 входят в Красную книгу. Это аполлоны и маахоны. Ну а из растений есть 1-2 вида. Это из отряда полевых растений, которые входят также в Красную книгу. Кроме этого, очень много лекарственных растений встречаются. Из них тоже 1-2 вида входят в Красную книгу. Кроме этого, на горе растут деревья и кустарники, многие из которых относятся к тем, которые живут в сухих условиях. Есть такие виды кустарников, что люди забирают рассады и сажают у себя дома. Была Шарипахан. Она была садовник-любитель. Она высадила по бокам горы рассады миндаля, ухаживала за ними, и теперь эти деревья плодоносят. Миндаль очень полезен для здоровья. Я помню, она говорила, чтобы те, кто приходят на гору, ели миндаль. Состав мира животных Сулайман-То различен. Насекомые, птицы, позвоночные, беспозвоночные, эндемического и реликтового строения. Например, пауки и скорпионы являются реликтами, оставшимися с древних времен. Здесь также обитают местные и прилетающие птицы. Их виды относятся к лесным, горным, полевым, водяным и околоводным. В 90-х годах 20 века были попытки обогатить фауну на Сулайман-То другими животными, но это не увенчалось успехом. Многие не выжили в горных условиях. Из животных встречаются лисы, которые были привезены тогда. Еще встречаются из семейства грызунов. Есть вараны и ящерицы. Кроме этого, тысячи других видов насекомых. Вот такую красивую и богатую природу сохраняет священное Сулайман-То. Историки отмечают, что и это придает горе необычные свойства. Необычное свойство также городу придает Сулайман-То как аура. Поэтому не зря говорят, что прежде чем совершить паломничество в Мекку, нужно сначала совершить паломничество на Сулайман-То. Растения и животные, которые встречаются на Сулайман-То, а также предметы, найденные при раскопках и принадлежащие различным культурам, можно увидеть в историко-археологическом музейном комплексе, который расположен с восточной стороны горы. Специального типа здания для музея было построено к 3000-летию города Ош. Экспозиция состоит из 2 частей и составляет 1100 квадратных метров. Музей – один из самых больших в Кыргызстане. Здесь хранится гордость кыргызского народа, ценные исторические и культурные памятники. В отделе экспозиции демонстрируется история человечества, начиная с самого долгого каменного века до наших времен. Здесь собраны материалы и находки, рассказывающие о культуре чувств, о поселении Ош, о племенах, занимающихся дихканством, животноводством, о развитии культуры дихканства народов, живущих в Ферганской долине. В музее собраны 33 тысячи экспонатов, составляющих фонд. Исследователи Сулайман-То, внесшие огромный вклад во включение горы в список всемирного наследия ЮНЕСКО, Бакыт Аманбаев вспоминает проведенное время в Аше. Наверное, самая плодотворная, а значит, самая лучшая пора моей жизни. Что бы я не вспоминала, не говорила, я так или иначе соизмеряю, в общем-то, своей деятельностью в Аше. На Сулайман-То, вообще в Аше. Редко встречается то, что в центре города расположена гора. Это само уже говорит об одной из уникальностей Аша. Долг каждого из нас оставить нашим потомкам это наследие в таком же виде, как оставили нам его наши предки. Канча деген башка мамлекеттерде дагы ушул номинация кире албай жүргөн эмелер
Сколько государств, которые мечтают войти в эту номинацию? Мы должны показать нашей молодежи то, что эта ценность не только место для паломничества. Это природный, очень ценный музей под открытым небом. Мы должны воспитать молодежь так, чтобы сохранить эту ценность. Эстелик катарыдагы шунун баалуулугун мындан кийинки муундарга өзүбүз да ошону тура тарбиялык мааниси чоң экендигин көрсөтүшүбүз керек.